Величественная из белого камня с изысканной восточной резьбой и золотыми куполами, устремленными в небо минаретами. Эта мечеть стала подарком не только для жителей Аль-Юрта. Настоящее великолепие начинается внутри. Прихожане и богословы из разных уголков Ингушетии собрались, чтобы воздать хвалу Всевышнему за такую милость. Слава Аллаху, чей благородной мощью создан мир живой. Слава Аллаху, создавшему и населившему лоно бытия. Слава Аллаху, ниспославшему на землю свое правдивое слово Коран и пророка Мухаммада, мир ему и милость Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи вассалям. Ему мы поклоняемся и у него мы просим. Святой Коран является нашим единственным орудием, помогающим в борьбе с силами зла и соблазнами в этом хрупком мире. Она вырастает на фоне серого неба, которое отражается на зеркальной террасе. Трехэтажная новая мечеть построена на месте старой. Правда, открыться она должна была намного раньше, но свои коррективы внесла пандемия. В итоге строительство завершилось только спустя 5 лет. Миллион чем-то марки ашваша питанзахта онлар ёлчка бетон бог бешкана цаан ослам ёл зял махбати ва гада на ци гада миллион чем-то да бу осамел я дол хама яшам бакмел дол хама квая ёл хожри ошквамел дол хама сум бигде дол шаш хадиада. Местные жители прекрасно помнят условия, в которых приходилось делать джума намаз раньше. Поток верующих был огромен, создавались неудобства. Сейчас в это трудно поверить. Невиданное убранство радует глаз прихожан. Одновременно мечеть может вместить около 4000 верующих. دالشي محمد ده وين دواشي ديزر واشي داشر لولدوي بسمناها يمانجك ضخم دير تهنا تعود خداي دين خمبري بيلخبر تحت بيلخبر شاهن جاوش أنا جر ضخم دير. Мечеть представляет собой целый комплекс. Ансамбль дополняет трехэтажное медресе, выполненное в этом же стиле. Исламская школа отныне будет носить имя бывшего муфтия Ингушетии и Осетии, имама Насыркорта, видного религиозного деятеля Сулымбека Шахботовича Евлоева. Также для удобства прихожан обустроили большую автостоянку и помещение для омовения. Предусмотрели и генератор на случай, если отключат электричество. Над созданием всего этого великолепия трудились как местные, так и специалисты из Дагестана, Татарстана и Турции. سلمكي وعوير يحدي بوح بجوار سنديزل بيرش دال قلبس حسار دولت بنشا دال جيش دولت يردو حقنا صوت دي بوح بوح بير. Открытие мечети совпало с 11-м днем месяца Раббиль-Авваль, что символично. Именно в этом месяце, но уже 12 числа, отмечают праздник Мавлид ан-Наби, день рождения нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. В честь этого собравшиеся прочитали Мавлид. Тамара Хшагульгова, Магаз 24.